Мен осы полядан бастадым. Футболға қатыстым. Дос балаларым бәрі қазақ балалар бар. Тренерім өзі қазақ. Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас из города Каратау на этой живописной местности района Подхоз. Говорят, не место красит человека, а человек красит место. Все мы знаем фильм «Ночной дозор» режиссера Тимура Бекмамбетова, но мало кто знает, что автор сценария к этому фильму человек, который родился и вырос в городе Каратау, Сергей Лукьяненко. Сегодня хочу познакомить вас со спортсменом, футболистом и действующим арбитром чемпионата Казахстана по футболу Ахмет Ахметов. Добро пожаловать! Ахмет, что стало для вас таким мотивационным моментом, когда вы понимали, что вот вы пойдете дальше, все, вот это ваше, вы будете этим заниматься, и ничто не может вас остановить? На каком этапе вы это стали понимать? Изначально по детству это не было такого. Мы все играли в футбол. Для нас было, тренировка, футбол, игры, соревнования. Те же моменты, которые происходили в школе, а уже со временем, уже в 16-17 лет ты уже понимаешь, что тебе нужно выбрать себя, найти себя где-то в определенном месте. Если ты понимаешь, что ты не оставляешь это дело, больше ты уже себя видишь, хочешь стать футболистом, тренером и дальнейшую работу находиться в спорте, уже ты этот момент прорабатываешь в себе внутри. Все приходит, думаю, с возрастом, и ты начинаешь понимать, тебе надо это или не надо. А по детству мы все играли в футбол, мы ничего не понимали. Для нас была тренировка, дом, школа, домашние вот эти дела. Надо, значит надо. Да. Все, да. Все так и начиналось. Давайте начнем сначала, Ахмет. Кто взял вас за руки и привел на тренировку? И к тому же и вы понимали, и семья понимала, что ежедневно нужно проделать 5-7 километров между Подхозом и Каратау. Больше было с желания самого, Мы начинали вообще здесь, а у нас на районе мы всегда с ребятами собирались, играли в футбол. Хотелось более чего-то по-настоящему. То есть, когда вы играли с ребятами во дворе, вы понимали, что вы хотите дальше пойти? Чего-то большего, настоящий стадион, да? Да, больше было именно видение вот этого, что хотелось. И когда ты первый раз приходишь на тренировку, когда у тебя есть тренер, когда у тебя есть друзья, партнеры, с кем ты будешь тренироваться, уже еще больше появляется желание. И все, что происходит на стадионе, это не так, как то, что во дворе и на улице ты футбол играешь, это по-разному. И все вот так вот и начиналось. Ахмет, какова роль ваших родителей была? Поддержка. Папа как поддерживал, мама? Становление вас как спортсмена? Поддержка была со стороны родителей очень большая, Родители к этому относились адекватно всегда, потому что дело, касающееся именно спорта, учебы, полезных, то всегда наоборот они были рады, что именно я выбрал такую дорогу, такой путь. По отношению родителей, папа всегда направлял более строже, более объяснял, что если ты выбрал этот путь, то давай, доходи до конца, добивайся со стороны папы. Со стороны мамы также были и поддержка, и переживания. Мама это как мама все равно, у мамы сердце другое же.
Это. Ну, папа, конечно, он относился по-другому, более строже, более он знал, что если тренировка, значит тренировка, что где-то в другом месте я не ходил. То, что я дошел до этого, это все благодаря родителям. Тогда мы поговорим с мамой. Мария, как вы относились к увлечению сына? Были переживания, конечно, но после 16-17 лет он уже освоился. Это было его. Я была очень рада, конечно. Спасибо его друзьям, тренерам спасибо большое. В спорте поддержка мамы как на невидимом фронте. Она очень важна. Ее как будто бы не видно, но эта поддержка для сына очень ощутима. Ахмед, я думаю, самое время перейти к вашим наградам и медалям. Да. Что вы можете нам показать интересного? Давайте пойдемте. Да, я вижу много наград. Ахмед, расскажите, пожалуйста, поподробнее. Да, здесь получается эта полка, вот здесь есть все медали, награды, грамоты. Ну, весь проделанный путь, весь труд, получается, здесь медали как тренер получал, как игрок, как судья. Отдельно вот этот диплом, получается, нам вручил президент Федерации футбола Казахстана. Мы проводим много турниров, и он отметил наш вклад. Ну, книжки, конечно, тоже очень интересные. Здесь есть книжка Абдуманап Нурмагомедов. Это отец Хабиба Нурмагомедова, все его знаете же. Тренер, Да, да. здесь очень сильная книжка, называется «Отец. Как воспитать чемпиона в спорте». Очень мотивационная книжка. По-своему, когда ты ее читаешь и представляешь это по-настоящему, это тоже закаляет дух спортсмена. Силу воли, да? Да, очень интересная книжка, я ее прочитал. Это книжка Тимур Санжар Сиксбаев. Можно вот так показать зрителям. Да, это ум, честь, совесть казахстанского футбола. Это был очень великий футболист, тренер. В районе Подхоз проживает 70% курдов. Дети здесь говорят на 3 языках. На русском, на казахском. Мун кишан замани ма хабар дадин, кишан замани бекар тинин мала худа. Ну, амал да зманы курди хабардин, авалова, девра, джинарова, зманы курди хабардин. А так, да, у нас здесь дети обучаются и в казахском классе, и в русском. Ну, 90% детишек из района все посещают казахский класс, обучаются на казахском языке. В семье родители придерживаются того, чтобы беречь родной язык. Да. Расскажите немного о своих друзьях, с которыми вы выросли, которые сейчас вас поддерживают. Да, ну, у меня очень много друзей. Если взять именно друзей с района, с кем я вырос, с кем учился здесь, да, у меня есть друзья, мои как друзья, как братья. По сей день мы общаемся, дружим, на связи. В плане поддержки, да, тоже поддерживали по-своему, ждали меня всегда, пока я приду с тренировок. В спорте мотивация – это вот сила духа и желание доказать прежде всего себе, что я могу чего-то достичь, что я способен, что я могу, да. И вот действительно не место важно, а важно то, какой у тебя есть вот этот стержень, характер. Без этого, спортсмен не может состояться. Да, согласен. И так вот по этой дороге я каждый день добирался до стадиона на тренировку, потом обратно. Иногда подвозили, вот кто останавливался машиной, чтобы подвезти до стадиона, до дома. Это школа имени Мухтара Ойзова. Когда-то в этой школе я училась, ее закончила. Ахмед учился, закончил. И получается, что ваши первые соревнования, первые победы все же были в школе, да? Да, я учился в этой школе, в 2012 году я ее окончил. На школьных турнирах меня заметили, ребята с других классов, другой школы предложили сходить на футбольную секцию. Они мне сказали, мы тренируемся на стадионе. Хочешь, давай в такое-то время у нас тренировки. И вот все с этого и началось. Я начал ходить в футбольную секцию уже на стадионе. А школьные соревнования, турниры я также участвовал всегда за свою школу. Тоже были очень много интересных моментов, побед. Поэтому именно с школьных турниров все и начиналось у меня.
Ну, хорошо, Всё. теперь мы поедем на стадион. Получается, Ахмед, вы учились в русской школе, но хорошо владеете казахским. Это такая особенность наших курдских детей, владеть несколькими языками. Мои дети тоже учились в русской школе, но так как вокруг друзья, везде все было на казахском, они владеют казахским. Что вы можете о своей деятельности именно на казахском сказать? Мен осы полядан бастадым, футболға қатыстым. Дос балаларым бәрі қазақ балалар бар. Тренерім өзі қазақ, Бағдат Абдуллаев. Енді айтам келсе, футбол үшін мен как раз таки қазақша үйрендім. Потому что мен бірінші тренировкаға келгенде мен вообще қазақша да білмедім. Бірақ балалар маған поддержка берді, орысшада, тренерім өзі орысшада түсіндіріп айтқан. Негізі менде өзімде желание болды. Қазір, как положено, қазақша да сөйлесе аламын. Дос балаларым бәрі, достарым көп қазақ балалар. Сонымен футболдан, стадиондан именно мен қазақ балалармен өскем. Ну, получается, в спорте все же нету вот этого языкового барьера, Жоқ, да? менде ондай болған жоқ. Тут сборная и как бы командный дух больше. Бізде ондай болған жоқ, потому что бізде дисциплина болды. Тренировочный процесс, біздің тренер орысшада, қазақшада түсіндіріп көрсетеді бізге бәрі. Расскажите о своем тренере. У меня тренер Бағдат Абдуллаев. На данный момент он проживает в городе Тараз. Он судья высшей национальной категории. Получается, он был моим первым тренером. Потом он взял меня к себе помощником. Именно здесь, в городе Каратау, мы тренировали детей 2003 года. Группа у нас была 2006 года группа. И он взял меня к себе в плане, чтобы я ему помогал, и он меня обучал. И он всегда говорил, какой футболист к какому тренеру ходит на футбол, на секцию, он будет так и заниматься, так и преподавать в дальнейшем, если он как тренер будет. Поэтому я считаю, чему он нас обучил, меня именно в футболе и в тренерской части. Мы по этой методике и занимались, тренировали. Он полностью мне доверял, мы работали совместно. Сейчас, на данный момент, мы уже сейчас как коллеги. Он обучал меня, он видел во мне, что я умею, что у меня получается именно в тренерской части. И у нас здесь в Каратау есть такой человек, Бахтаскарыч. Это наш самый старший аташка. На протяжении многих лет он проводит здесь и соревнования, турниры, много поддерживает детишек, ребят. В общем, это тоже по-своему человек-история для каратауского, для казахстанского футбола. Он начал здесь проводить турниры, соревнования, и с этого все началось. Я начал судить соревнования здесь, на этом поле. И так все сложилось, что было все совместно. Играть в футбол, помогать тренеру, детей тренировать и судейство. Все вот это как бы собралось в одно. Пробуй себя в этом судействе, попробуй в тренерской части. И много хороших моментов проходило, конечно. Ездили на соревнования, детей возили на соревнования. У нас большие достижения в этом есть. Да, это приносит свои плоды, да, вот то, о чем мама говорила, чтобы это не было впустую, чтобы это не было понапрасну. У нас точно так же было. Мы всегда работали во благо именно, чтобы воспитать этих детишек как человека, как футболиста, спортсмена. Мы вкладывали в них, мы тратили на это все внимание, время. И это дало свои плоды. Сейчас на данный момент у нас в Каратау есть тоже профессиональная команда, играющая во второй лиге. Да, и у нас очень хороший стадион. В данный момент у нас есть своя команда в городе Каратау. Там играют воспитанники именно, кто начинал под нашим руководством, кого мы воспитали. Ахмед, а вот расскажите о своих достижениях, именно моменты, которые вот какие-то в тренерской работе принесли вот важные какие-то победы, какие-то успехи, именно в тренерской, с детьми. Ну, когда мы вот с Бағдат Абдуллаевым работали именно с детьми здесь, в городе Каратау, на тот момент в Чимкенте была академия, открылась футбольная академия, там уже были тренера испанцы. И мы отсюда, с города Каратау, именно детишек с города Каратау 2006-2005 года повезли туда на просмотр. И вы знаете, та работа, которую мы проделали здесь в Каратау, на этом поле, чему мы их обучили,
там, получается, это дало свой плюс, и они прошли отбор и остались там в Чимкенте. Это были наши воспитанники, да, они вот там, получается, была академия, там тренера были из-за рубежа. И кроме этого, отсюда мы максимально старались с этого города, с этого поля отдавать ребят в секцию города Тарас, Кайрат, футбольный центр Тарас, спортшколы. Работали на развитие, чтобы именно дети развивались. Ахмед, расскажите теперь немного о своей судейской деятельности. Сейчас на данный момент у нас идет чемпионат Казахстана по всем направлениям. И кроме этого у нас есть свои тренировки, которые нам скидывают, мы готовимся по этим тренировкам. Ну, здесь получается у нас сезон начинается, мы с февраль-март мы ездим на сборы, семинары, сдаем экзамены, нормативы, потому что, чтобы именно аттестовать, чтобы получить категорию, аттестацию, нужно сначала пройти именно так называемый отбор, сборы. И мы к этому готовимся зимой. Получается, у нас в октябре заканчивается сезон, а уже начиная декабрь, январь мы вот 2 месяца готовимся. В общем, тоже по-своему интересная очень работа, ответственная. Очень есть свои серьезные моменты. Здесь полная концентрация, 90 минут ты находишься в игре. И малейшая твоя ошибка может повлиять на именно исход матча. Мы потому что несем ответственность, очень серьезную ответственность. Ну, нелегкая работа. К этому надо относиться именно серьезно. Прошел чемпионат мира по футболу. За какую команду вы болели? Я болел за Испанию, как раз они В итоге они обыграли, да, Аргентину. Получается, те судьи, которые находятся на чемпионате мира, обслуживают матч Лиги чемпионов, стремление идет туда у любого арбитра по всему миру в этой работе, он хочет попасть туда. Поэтому все моменты, всю их работу мы наблюдаем, нам показывают, проводят семинары по этим моментам. Основная цель, стремление – это вот попасть туда. Так же, как и команды стремятся попасть на чемпионат мира, на Лигу чемпионов, ставят высокие задачи. Точно так же и у судей, арбитров точно так же. У нас есть именно в Казахстане те ребята, коллеги, которые вот и ездят в Европу. А так в целом у нас в Казахстане как игроки есть, которые в Европе играют, так и судьи обслуживают матчи именно уровня Европы, Лиги чемпионов, Лиги Европы. Поэтому я считаю, что казахстанский футбол и именно часть, связанная с судейством, у нас тоже по-своему на высоком уровне. Ну и в целом, опять же, зависит от тебя самого. Ты занимаешься своим любимым делом, как ты к этому относишься, как ты к этому идешь, и все возвращается тебе. Да. Только так. То, о чем мы и говорили. Какое стремление внутри, какое желание, огонь, сила воли, дух. Очень ответственная, серьезная работа. Я желаю вам успехов. Спасибо большое. Я могу сказать, что я горжусь вами и вообще горжусь нашей молодежью, добивших успехов в спорте. Вот я делала подкаст с Рамилей Ахмедовой, с Бено Мусаевым. Вот вы. Желаю удачи, желаю успехов. Вот что бы вы сказали бы молодому поколению, детям, которые только-только начинают расти? Я могу сказать одно, что сейчас на данный момент у детей есть вся возможность именно заниматься спортом, учебой, развивать себя. Желание, отношение твое к этому делу, если ты хочешь этого, хочешь добиться, у тебя есть способности, у тебя получится. Если у тебя есть желание и что-то где-то не получается, у тебя есть тренер, у тебя есть партнеры по команде, за счет этого ты будешь набирать. Очень много примеров можно привести именно казахстанского футбола. У нас Дастан Сатпаев, может, знаете, наблюдаете, попал в Челси в команду, уже забивает голы. Поэтому я считаю, что у детей только должно быть стремление, желание, а условия все есть. Главное — работать. До новых встреч, друзья. Всего хорошего.